Всем привет, с вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. Сегодня на повестке дня у нас замечательная посылка из Якутии от мастера Михаила Мальцева, победителя конкурса мастеров-изготовителей. И давайте же вскроем эту посылку и посмотрим, чем так хороши эти инструменты. Наливайте себе чаек, а я пока займусь вскрытием. Значит так, вскрыли мы посылку, и на столе у меня лежат 5 замечательных инструментов. Беру первый попавшийся, распаковываю, смотрю. Оп. Хомус поставляется вот в таком футляре, вот с такой защелкой. Чик. Чик. Сам инструмент выполнен очень аккуратно. Классическая якутская форма, сходящаяся на конус деки. Аккуратные филигранные зазоры. Берем, тестируем звук. И попадаем в ноту ре. Что ж, давайте попробуем, на что способен этот красавец. Очень хороший, очень мелодичный звук. Без промедления продвигаюсь к следующему. И затем выскажу свое скромное мнение о каждом из них. Не переключайтесь. Берем следующий хомус. Полагаю, что все они настроены примерно в ноту ре. Потому что мастер строит в эту ноту, исходя из размеров, мягкости, жесткости язычка. Все очень стабильно, очень качественно. Берем, пробуем. А вот и не угадал. Нота ми. Удивительно. Хомус Мальцева в ноту ми. Давайте пробовать.
Прекрасный концертный экземпляр. Нет вопросов. Следующий хомус. Какая нота, сложно сказать. Сейчас все узнаем. Стабильно, качественно. Мне кажется, в этой партии деки стали чуть-чуть массивнее. Но это мое субъективное ощущение, мне не с чем сравнить. Что касается качества звука, то все на очень высоком уровне. Снова нота ми. Нет вопросов. Я напоминаю, что все хомусы, которые вы слышите здесь в ролике, вы можете заказать по ссылке в описании. И самое главное выбрать тот хомус, который нравится именно вам. А я перехожу к следующему. Оп. Очень чистая ре.
И традиционный тест на скорость в конце. Последний, заключительный на сегодня хомус. Тоже нота ре. Здесь есть небольшая якутская погрешность, но она такая в пределах нормы. Итак, это были мои импровизации на хомусах Михаила Мальцева. Ставь палец вверх и расскажи, какая тебе понравилась больше. А я выскажу свое скромное мнение об этих хомусах. Я уже делал достаточно много обзоров на эти инструменты, потому что они мне очень нравятся. Я их заказываю регулярно и каждый раз получаю очень качественную мастеровую вещь. Настоящий концертный инструмент, который прекрасно подходит как для обучения на вырост, так и для профессиональной концертной деятельности. Но даже если вы не профессиональный музыкант и вы не планируете завоевывать сцену, я считаю, что вот эти инструменты должны быть в арсенале практически каждого варганиста, поскольку они способны научить вас многому, что касается хорошей игры на варгане и хорошего звука. Звук у этих инструментов очень выверенный, чистый и поэтому очень разноплановый. На нем можно играть как в традиционной якутской манере, с ударами на себя, в достаточно медленном темпе, возможно даже в стиле медленная игра, так и в современных стилях с упором на двусторонний бой. Это по-настоящему универсальный хомус. Он дает чистый, красивый звук, ярко выраженные обертоны и совсем-совсем мало паразитных призвуков. Их здесь практически нет. Этому всему способствуют узкие зазоры, идеально выверенные и идеально подогнанные. А также форма коленца мне здесь очень нравится. Коленце здесь высотой порядка, может быть, 1,5 сантиметров и имеет очень аккуратное заполированное колечко. Загиб 90 градусов и конструкция достаточно жесткая. Такое решение позволяет вам во время быстрой игры не зацеплять язычок, а аккуратно скользить по касательной, что благоприятно сказывается как на
непосредственно звуки, да, дает чистоту обертонам, так и на скорости. Вы можете играть достаточно быстро в сложных ритмических паттернах, и этот хомус будет прекрасно справляться с этой задачей. Я бы себе такой, вот особенно в ноту ми, оставил бы для концертной деятельности, поскольку выступая в группе, я часто играю довольно быстрые ритмичные композиции, но при этом с упором на мелодию. И вот этот хомус, я считаю, идеально подходит для этой задачи. Напоминаю, что все хомусы, которые прозвучали сегодня в ролике, доступны для заказа по ссылке в описании. Теперь конкретно о каждом хомусе. У нас с собой было 5 инструментов, 2 из них были, если мне не изменяет память, были инструменты в ноту ми и в ноту ре. Инструменты, которые были в ноту ре, были чуть-чуть мягче по моим ощущениям. И звук был, соответственно, ниже на одну ноту. Поэтому мне на них нравилось играть чуть медленнее, чуть более задумчиво, с упором на артикуляцию, с упором на обертоны и дыхание. Хомусы в ноту ми – это такие очень быстрые лошадки для быстрого скоростного боя, как односторонних ударов, так и двусторонних. И мне на них хотелось разогнаться. И вы сами видели, у меня это получилось. И я уверен, что у вас это тоже получится. Поэтому заказывайте хомусы по ссылке в описании. У меня на сегодня все. С вами был Варган74. Меня зовут Максим Тамонов. Это была распаковка по ссылке от Михаила Мальцева. У нас с собой было 5 прекрасных инструментов в разные ноты. Пишите мне в личку, пишите мне удобным для вас способом и заказывайте их и наслаждайтесь игрой. С вами был Варган74, меня зовут Максим Тамонов. Всем добра,